Город Уфа. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров с рабочей поездкой в столице региона. Октябрьский район. Едем к строящемуся корпусу Республиканского клинического онкологического диспансера. Его площадь 20 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся отделение на 240 коек и поликлиника, рассчитанная на 450 посещений в смену. Стоимость объекта более 1,5 миллиарда рублей. Семь этажей, да? 9. 9 этажей. С цоколем 9 этажей. С цоколем 9 этажей, ага. Первые 3 этажа поликлиника, и последние 5 это стационарный корпус. Первые 3 поликлиника, стационарный корпус. Тут тяжелое оборудование будет какое-то? Здесь будет один КТ, МРТ и маммограф. А что-то нового какого-то уникального? Нет. Чисто для улучшения микроклимата пребывания пациентов и сотрудников. Во-первых, мы возможности ваши расширяем, получается, да? Коечную мощность. А сейчас вот если больной к вам направлен, то в течение какого времени он попадает к вам? Сколько ему нужно ждать? Условно, с Ишимбайского района, чтобы сюда В пришел. зависимости от специальности, то есть здесь, допустим, онкоурология или торакальная хирургия, максимум 12 дней. А максимум 12. А самое максимум. долгое что? Самое долгое – это тяжелое обследование. КТ, МРТ, город на всю республику работают. И здесь, конечно, Они у вас на всю республику особые какие-то приборы, да, или что? У нас же в республике тоже КТ, МРТ У нас раскидано. всего 12 аппаратов КТ, 30 аппаратов МРТ, из них, которые, конечно, имеют большую степень износа. По федеральному проекту у нас будет сейчас обновление. Обновление будет за счет проекта, который направлен на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы получаем в этом году 4 аппарата КТ, 3 аппарата МРТ. На онкологию, соответственно, тоже у нас запланировано переоснащение, помимо вот этого корпуса дополнительно. И в рамках проекта, который предусмотрен, у нас будет 13 центров амбулаторной То, что мы говорили, да, там, где лечение будет уже, да? И диагностика. Вот и диагностика. Вот ваша задача какая главная здесь, на ваш взгляд? Правильный диагноз поставить, так и правильно назначить Первичного лечение. пациента принять, поставить ему правильный диагноз и поставить ему на дорогу лечения. А вот который к вам уже пришел с диагнозом, То есть провести консилиум, потому что сейчас то есть вы подтвердите или там дать второе мнение, да? Ага. И особо тяжелый случай у вас пролечить. ВМП у нас, конечно. Вот высокая Да, технологичная, да. высокая. Я почему все переживаю? Вы, по сути, последняя надежда для людей бываете, и чтобы все-таки доступность ваша была. Мне вот это больше всего переживает, поэтому я и шумел по поводу, что долго строили. Здесь что будет у нас? Здесь диагностическая лаборатория. Вот мы сейчас то идем есть по территории. это цокольный же этаж, да? Нет, цокольный еще ниже. Это первый этаж. И здесь что получается? Тяжелая Здесь лаборатория. лаборатория. Онкоиммунология, то есть это постановка диагноза по крови, бактериологическая лаборатория, общеклинические анализы. Это то, что у нас не было вообще. Сколько здесь коек будет? Здесь будет 240 коек. Вот логистика продуманная, хороший проект. Вообще проект хороший, нет? Проект красивый, даже сейчас увидите. Александр Иванович, сроки какие? У нас первый квартал следующего года. Это уже прям с оборудованием, с отделкой, все. То есть, год получается еще, да? Здорово. А когда приступили? В конце 17-го, В конце 17-го. октябрь-ноябрь. Вот первый камень положили мы здесь. Ага. Вот получается год и 4 месяца мы в работе здесь. Тут какая площадь вообще? Сколько тысяч? 20 тысяч квадратов. В принципе, так небольшой, да? 20 тысяч квадратов. Вроде он большой, но 20 тысяч. Серьезно, все равно. Вот сейчас сколько у вас коечный фонд? 640. 640. Получается, мы добавляем 240. То есть под 1000 у нас будет. Вы провели, я просил всевозможные методические занятия, усилить настороженность, вот это все делаете, да? Да. То есть обучение, сделали обучение непрерывным. Диспансеризация, мы все-таки людей, самих людей голову поворачиваем, обратить внимание на тревожные признаки. То есть это наша пропаганда. По вашему поручению мы делаем, что если каждая медицинская организация к концу 3-го квартала будет работать в режиме субботы или так называемого выходного дня, потому что даже тот человек, который занят в течение рабочей недели, мог спокойно прийти и в субботу пройти необходимые условия. Эту часть мы решили. Вот теперь, что дальше происходит?
чтобы было удобно, там бабушке с Архангельского района или там с Баймака, сюда, что она делает, да, чтобы первая постановка диагноза, какие гарантии, как вы обеспечите два мнения, и потом третий этап, как осуществляется лечение, вот это самое, наверное, да, вот что у нас, какие проблемы. Я не для того, чтобы там вас там... У нас есть еще сложности, и мы вам доложим, наши сложности связаны пока именно с, может быть, даже перестройкой самой информации пациенту, что все хотят попасть именно сюда. Я понимаю, поэтому но вы тогда должны создать условия, мы хотим информировать, что у нас есть компетентные сотрудники, мы запланировали даже ряд мероприятий, и главный онколог нас поддержал. В июне мы проведем на базе Уфы съезд онкологов Приволжского федерального округа, такой масштабный, такой, то, что хоть идет вне плана, но тоже цель должен поднять престиж, именно поднять престиж нашей именно службы онкологии в таком формате. И будем информировать, что у нас в каждом районе есть специалист, хоть он, может, отчасти будет молодой, но он компетентный, он имеет возможность по телемедицине получить второе мнение с использованием информационных систем, дистанционно проконсультировать снимки, результаты анализов, патоморфологической службы. У вас сколько докторов? 198 врачей. Нет, докторов наук. Есть докторов? 14. 14 докторов. А кандидат? 28. Вот по сравнению с другими онкологическими центрами, как вы себя... Это хороший С миллионниками мы себя уверенно чувствуем? Мы себя чувствуем уверенно. У нас одна из сильнейших кафедр. Сейчас все люди, все студенты и клинические ординаторы, которые учатся по учебнику, созданному нашей кафедрой. Вашей кафедрой, да. Ну, то есть научный потенциал у нас... Здесь серьезно и хорошая у нас, можно сказать, такая кооперация с университетом, плюс еще вот национальный центр сейчас нас поддерживает в таком формате, поэтому неспроста и выбрали именно проведение онкологического съезда именно сразу в Уфе. А по количеству коечного фонда, по количеству тяжелой аппаратуры, по разветвленной сети онкослужбы, Мы распределенная система, максимально распределенная система. Половина коек находится в онкодиспансере, половина распределена по территории. На сегодняшний день есть 3 системы. Централизованная, допустим, как в Самаре, 1200 коек находится в городе Самара. И все тащатся. И все сразу туда ложатся. И там диагностируются, и там лечатся. Татарстан распределенно, централизованно. Одно юридическое лицо, несколько филиалов. И мы полностью распределены на 88 юридических лиц, оказывает медицинскую помощь. Ну, это правильно, да? Ну, мы, скорее всего, придем к какой-то формату централизации, чтобы частично, да, по межмуниципальным центрам мы все-таки объединим усилием за счет создаваемых спецзалупов. И, к сожалению, у нас пока еще есть дефицит именно по тяжелому оборудованию в плане радиологии, то есть это нужно обновлять. Поэтому, согласно вашего решения, планируем создать 2 центра. Это на севере республики и на юге республики, чтобы мы максимально доступно сделали и увеличить процент охвата, процента доступности. Хорошо, так куда? Строителям спасибо. Мы вас отпускаем. Спасибо. Доверие. Нет, Спасибо. Спасибо. Фрич, очень значимый объект для города. Это один из важнейших объектов к строительству вот, в этот период времени. Это невероятно востребованный объект, потому что, вы знаете, онкологическое заболевание – это бич нашего времени. И это, я как говорю, пункт последней надежды, наверное. И нам важно создать, что очень важно, комфортные условия для посетителей наших, для наших пациентов. И все-таки создать нормальные условия и для врачей, а не в очень стесненных условиях работы. Ну и здесь, понятно, усиливается лабораторная база, база первичного осмотра, база техники соответствующей. Поэтому мы очень ждем этот объект. И вот как мне строители заверяют, я специально приехал посмотреть. В первом полугодии следующего года мы его введем. Спасибо. Всем спасибо. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Уфе отправился в Республиканский детский дом номер 1 имени Шагита Худайбердина. Здесь в 5 группах квартирного типа воспитывают 46 детей от 4 до 17 лет, в том числе 3 ребенка дошкольного возраста. Есть такая поговорка: помни, чего начинал. У всего есть своя история. У нашего детского дома тоже есть своя история.
В этом музее собраны фотки тех, кто принимал активное участие в жизни нашего детского дома. Воспитатели, дети, сотрудники. Вы знали, например, что в 2021 году нашему детскому дому исполнится целых 100 лет? Да, в 2021 году детский дом был создан в мае 1921 года по инициативе Шагита Худайбердина для спасения детей башкирской национальности. Да, такая юбилейная дата намечается у нас. Каждый год. Количество выпускников у вас каждый год уменьшается или как вы? Нет, примерно. Примерно, да? Примерно 14-15 детей. До 17 А у вас доходит. есть понимание, с каких уфимские или вы, наверное, со всей республики собираете или как? В последнее время в основном уфимские. Уфимские, Да. Понятно. Это наша первая семья. Дети живут с семьями. То есть это первая квартира наша. Егор Фаритович, хочу приветствовать у нас в нашей семье. Проходите, это дети первой семьи. твоя семья. Давай, покажи. ты в футбол играешь? Да. Вот, пожалуйста, проходите. Ну да, получается. Раньше тут было очень много кроватей, даже 10 кроватей здесь поменялось. Но сейчас у нас все по семейному типу, ближе к семье, поэтому тут у нас обширная комната, 4 мальчика живут, очень уютно. Ну, прикроватная какая-то одежда здесь, Да, вещи, да. получается. Вот фотографии я вижу. Дипломы какие-то есть у кого. А это твои, наверное, да? Кто в футбол? Футбол? Или твои? Наши. Нет, это Наши. Ваши, да? наши. А что делали? Футбол? За футбол, да? Молодцы. До скольки они все-таки? До 9 класс заканчивают, да? До 11 До класса, 11. да. Есть возможность, да. Если есть А есть те, желание, которые после 9? есть, в основном после 9. А потом куда? Потом в колледжи, в образовательные учреждения. Ну, я хотел после 11 Конечно. поступить В институт, конечно, да. Если есть такая возможность здесь есть, надо учиться. Не спешите, вы там еще успеете. Да. У каждой семьи своя комната приема пищи. И здесь у нас наша столовая. Тут мы кушаем, обедаем, ужинаем. Им нравится, это очень нравится. А вот в любое время там чашку чая. Да, прийти, чашку попить, да, у чая, них там холодильник, микроволновка, все имеется. холодильник есть, что нет? Булочки есть, да? Все необходимо. Что-то вкусненькие есть, наверное, да? Когда проголодался. А как столовая работа? Аутсорсинг или ваш? Аутсорсинг у нас. Нормально? Нормально. Не жалуетесь? Нет. Готовят у вас или У нас вас готовят, да. Ну, то Остались есть, наши вот, же работники. Там добавку просят, у них Да, есть, да, то все есть есть. действительно В понимаю. этом отношении нам повезло, очень повезло с ними. Здесь наши выпускники. Вот они. Здравствуйте. Да. Это выпускники наши, да? Да. Ну, как жизнь? Образование получили? Образование историческое было. Юра, это вы молодец. Магистратуру закончил, там, Акман Фатух Конфликтович. Не женился еще? Ну вот, собираемся. Это самый популярный вопрос у всех, как приходишься, сразу не женился. Не, вот такого красавца надо. Ну, всегда говорят, не женился. Нет еще, годик ждем, вот девушка заканчивает тоже. Дайте Бог, как А у говорится. вас как дела? Все хорошо. Закончила авиационный университет, педагогический университет. Сейчас работаю, у меня своя организация. Фитнес-студия небольшая. Вот. Живем. Скоро замуж. Ну, немножко зарабатываете? Ну да, стараемся. Тяжело, нет? Ну, получается. Ну, тяжело, да, но стараемся. И братик воспитывался у нас. Колледж закончил, в армию сходил, в университет поступил. Ну вы примерно ровесники, Нет, получается. У него помладше. тоже сестренка. Сестра-близнец тоже. Сестренка с тобой уже. Тоже, да. Я ее к себе на работу пристроил. Тоже получила высшее Она получила образование. аграрный университет образование. Слушайте, молодцы Муниципальный какие. сферы. Я у вас? тоже закончила педагогический университет, поступила в магистратуру, сейчас учусь. Также во второе среднее специальное образование получаю в колледже. Семью создала, ребенок есть. У нас проходит практику сейчас. Да. Да. То есть вы учитель, да, будете или нет? Специалист по работе с семьей. Ах, вон как. Как социальная Ну, работа. вот у вас получается вот такой жизненный. Сердце радуется, что они все-таки себя находят. Да. А у вас как? У меня есть сестра и брат, братик помладше, сестра постарше. Так получилось, что мы потерялись с сестрой, когда мы были маленькие, и вот с помощью Федоса Маликовны
мы нашли друг друга. Но вы на общаетесь письмо, сейчас? да. Серьезно? Когда я была в Общаетесь 10 сейчас? классе, да, мы нашлись, вот теперь продолжаем общаться. Она переехала в Уфу, у нее тоже семья, мы общаемся. Ну, прям какая-то история счастливая. Это все благодаря Ну, мы щас, детскому да, дому. да, Вот конечно. дети поступают, и мы сразу начинаем искать родителей, родственников. Кровные узы – это самое Конечно, главное для конечно, детей. как это. Да. Все же люди, да. У кого-то, вот я осуждать никого не буду. Кто-то ломается под жизненными Да, невзгодами, да, кто-то сам дает слабину, и потом дети страдают. Это, конечно. А так-то, хорошее здесь все, я имею в виду, материальная база, наверное, хорошая. Строить вам, я так понимаю, ничего не надо, потому что... Здесь нормально, да, ремонтные какие-то вопросы. Какой-то вот фасадный ремонт или что-то. Да, фасад. Фасад, наверное, вот посмотрели, то есть, наверное, утепление фасада. Да, у нас с фасадом проблемы А есть. зимой холодновато, наверное, да? Холодновато, да. Да, здание-то- Фасад нужно ремонтировать. Здание какого года построено? 70? Вот это здание 62-го, а то здание 83-го. Теперь пройдем в наш музей. У нас есть еще краеведческий музей, создан силами воспитателей, воспитанников. Да, это фантазии детей. У нас работает кружок кубазистов. Илья Ахметович руководит. У нас реализуется программа наставничества. У каждого ребенка, почти у каждого есть свой наставник. А Илья Ахметович тоже наш наставник. Благотворительно организовал он кружок кубазистов. Да. Привет, ребят. Привет, Матутов. Балалар бик матур дип теләп өйрәнәләр. Әле ошо 7 ел эшләгән вакытта мин ошо балалар республикалар, калалар һәм халыкара кимәлдә беренче, икенче урында, призлар урынына төшкәннәр. Әдеп тотрга кирәк. Мен Һәм халыкка мәгълүм якма. Мен Яша. Шатларга һәм ошо өлешен тешкә телергә рәйне. Тешкә. Тешкә арага кала. Арага. Искә тартырга. Үдегә тат. Иреннән тоттыраһың. Искә һурга. Ошо бармакка үдегә эске якка этергә рәйне. Акырмай. Получается, келешега. Алла айтады, көндә 5 минут һәбәт, һәлә тынлыгы шухан һәбәт, һәр спортсмен кеше бит инде ул. Халыктан ныгытасак. Амин. Рәхмәт. Теперь мы пройдем швейный цех. Да. Фредович, нравится здесь? Мне с ребятами хорошо. Они такие все светлые, хорошие. И вот меня очень порадовали выпускники. Ведь важно, чтобы они... Я всегда переживаю, чтобы мы создаем, конечно, условия. Конечно, лучше дом всегда, но вот здесь создают условия, и люди с душой работают. Но всегда переживают, что потом они как себя находят в взрослой жизни. Вот сегодня показали ребятишек, все получили высшее образование, создают семьи, такие светлые, хорошие, с незабитым взглядом. Они уверенно стоят на ногах. Вот это радует. Не зря это все. Не зря это все, конечно. Да, здесь командные методы неприемлемы, только взаимопонимание, любовь. Вот тут мы делаем разные поделки, шьем, вяжем. Так же, как и мы говорили, то, что мы болеем за свою команду Салават Юлаева, мы решили сделать аппликацию. Ну-ка, где? Вот. Ага, можно посмотреть? А вот это Салат Юлаев получается. Да, сами делаем. Ну смотри, вот если Салат Юлаев в финал выйдет, вот ты пойдешь их поздравлять, ладно? Да. Договорились? Да. Это ты делал? Дай руку. Это мы делали. Ну вы, вот всем 100 лет, коллективом. всем коллектив. Да. Смотри, видишь, один не идет, он говорит, мы делали, все тащат, да, правильно. А как зовут вас? Семья же, Меня Вадим зовут. Да. Вадим Шевченко. Вот если в финал наши выйдут, я тебя вот к ним поведу. Договорились? Я все помню, что говорю. Сегодня бы мне хотелось рассказать о мандалах. Я хотел бы подарить вам обереги, которые мы также сделали коллективом. Вот. Эти обереги башкирские. У каждой национальности есть свои обереги. Вот. И мы решили сделать на тему башкирские обереги. И мы хотели бы вам подарить. Спасибо. Спасибо тебе, Вам. дружок. И вам. Спасибо.
У нас вообще в детском доме всегда были дошколята. У нас изначально детский дом был открыт как центральный дошкольный. А сейчас уже вот 5 лет пустует целый корпус. У нас есть лицензия на дошкольное образование. Давайте я вам покажу группы. У меня душевая. Просто это моя боль. Это моя боль, потому что ребенок уфимский, кровные узы, бабушки же не могут ездить в какие-то районы. Кумертау, например. Здесь для дошколят приготовлена группа. Когда их станет... У нас всего сейчас... Вот эта группа пустует. Да, когда их наберется чуть-чуть побольше, они заселят вот это все пространство. Там и комната будет. Это у нас. Но пока все это пустует. Вот это целый этаж. Это корпус вообще дошкольный. Я разберусь. Да. Тоже это дошкольная группа. Но здесь пока начальное звено. Да, пока начальное звено. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, красавицы и красавцы. Так, как живете, как дела? Хорошо. Хорошо. На улице гуляли сегодня? Нет еще? Вас ждем. Все, потом погулять на улице, там солнышко. В школу когда идете? В следующем году? А когда? Тебе сколько лет? Вот эти дошколята. Что? 4 тебя, а тебе? Ох ты, вы большие уже такие, да? Да. Учитесь хорошо, нет? Да. Пятерки-то есть? Да. Точно? Да. Смотрите. А девочек вы не обижаете? Нет. Вы их защищаете? Да. Правильно, они у вас всего лишь две. Видишь, какие красавицы как. Ну что, мы чай пойдем вместе пить? Да. Пойдем? Пойдем Еще чай они пить? будут танцевать. Да вы что? Да. Вот так. Ну пойдем. У нас в детском доме очень популярен футбол. У нас мальчики, наши команды ездят на разных соревнованиях. Вот. Также мы любим играть в настольный теннис. Я тоже, кстати, играю. Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда, постой? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Гордость нашего детского дома. Семейный ансамбль «Заман». Особенно, ладно? Все. Рафич, мне кажется, что у вас еще друзья появились. Конечно, да, товарищи. Хороший день, солнечный, вот мы вместе. Поэтому у всех ребят настроение хорошее. Вот. Сейчас пойдем торт покушаем. Ну что? Да. Так, ребят, давайте рассаживайтесь. Как приятно, да? Мы любим праздники. У каждого человека должен быть свой дом. Вот сейчас здесь это ваш дом. Но самое главное, когда вы вырастете, чтобы вы создали свой дом. Чтобы у вас были дети, вы были счастливы. А для этого нужно что? Для этого нужно хорошо учиться, заниматься спортом, не переживать, быть сильными, уверенными и идти только вперед. От меня вот небольшие подарки сегодня вам. Так, не видно, не видно. Мальчики! Нет, вас не видно. Даже не хочется спрашивать, вы с такой улыбкой идете, однако здесь и проблема есть в том, что целый этаж пустует, а спросить нужно. Нет, знаете, с одной стороны, это хорошо, что детей. Несколько лет назад здесь было 120 детей. Это же о чем говорит, что работают другие механизмы усыновления. Но здесь очень хороший детский дом, хорошие возможности, хороший коллектив. Поэтому, конечно, надо подумать, все-таки у нас
дошколята есть, чтобы они не уезжали в другие районы. Их надо, мне кажется, сосредоточить в Уфе. Особенно если это родственники. Особенно родственники, особенно уфимские. Мы об этом вот посмотрим, подумаем.